С возрастом организм человека неизбежно претерпевает изменения, которые могут усугубляться влиянием вредных привычек, особенно несбалансированным питанием. Именно поэтому с годами становится все важнее тщательно подходить к составлению своего повседневного рациона. Завтрак играет ключевую роль в питании, ведь от него зависит, насколько энергичными и продуктивными мы будем в течение дня. Утренний прием пищи запускает обменные процессы в организме, поэтому важно, чтобы он был не только своевременным, но и правильно сбалансированным. Для сохранения здоровья необходимо обеспечивать равновесие между основными питательными веществами – белками, жирами и углеводами. Такой подход не только даст организму энергию и необходимые микроэлементы, но и станет эффективной профилактикой ряда серьезных заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, диабет и даже некоторые виды онкологии. В этом выпуске мы поговорим о том, как правильно составить меню для завтрака. Вы узнаете о 4 наиболее полезных продуктах, которые обязательно стоит включать в утренний рацион, особенно если вам уже за 50. Овсяная каша – один из самых популярных и полезных вариантов завтрака, который подходит не только детям и взрослым, но и идеально отвечает потребностям людей старшего возраста. Этот продукт богат растительной клетчаткой, которая помогает очищать организм от шлаков и токсинов. Овсянка мягко воздействует на стенки кишечника, улучшая его работу и способствуя регулярности пищеварения. Овсяная каша обеспечивает чувство сытости на долгие часы, дарит бодрость и поддерживает работоспособность. Благодаря своему аминокислотному составу, близкому к составу мышечного белка, овес способствует укреплению мышечной ткани. Кроме того, бета-глюкан, содержащийся в овсянке, помогает снижать уровень плохого холестерина, что значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление овсянки положительно влияет на состояние костей, иммунитета и помогает контролировать артериальное давление. Она богата такими ценными элементами, как железо, цинк, магний, калий, кальций и фосфор. Чтобы сделать блюдо еще вкуснее и полезнее, в кашу можно добавить кусочки фруктов, ягоды, орехи или сухофрукты. Для максимальной пользы овсянку рекомендуется употреблять 2-3 раза в неделю, при этом оптимальная порция составляет не более 250 граммов. Яйца по праву считаются одним из лучших продуктов для завтрака. Они являются богатым источником высококачественного белка, который в организме расщепляется на аминокислоты, строительные блоки для мышечного белка и коллагена. Коллаген, в свою очередь, обеспечивает прочность связок, упругость и эластичность кожи, помогая сохранить ее молодой и здоровый вид. С возрастом поддержание мышечной массы становится сложнее. Недостаток белка в рационе может привести к слабости, атрофии мышц и даже саркопении крайней степени истощения мышечной ткани. Это серьезно влияет на подвижность и общее здоровье, поскольку многие важные органы, включая сердце, также состоят из мышечной ткани. Употребление яиц на завтрак помогает обеспечить организм незаменимыми аминокислотами, что особенно важно для поддержания мышечной массы и общего тонуса организма. Яичный желток богат каротиноидами, которые являются предшественниками витамина А. Этот витамин необходим для здоровья кожи, ее гладкости и эластичности, а также для поддержания остроты зрения. Употребление белка в утренние часы после ночного перерыва в питании особенно эффективно, так как в это время он усваивается лучше всего. Однако, несмотря на всю пользу яиц, их употребление должно быть умеренным. Оптимально включать в завтрак 2 яйца, чтобы получить максимум пользы для здоровья без излишней нагрузки на организм. Творог – это отличный молочный продукт, идеально подходящий для завтрака, особенно для людей старшего возраста. Он богат белком и кальцием, легко усваивается организмом и обладает сбалансированным составом. На каждые 100 граммов творога приходится около 25 граммов белка, что помогает обеспечить организм важным строительным материалом для поддержания здоровья. Творог отличается низким содержанием лактозы, что делает его доступным даже для тех, кто страдает ее непереносимостью. Это особенно важно для пожилых людей,
так как в этом возрасте проблемы с перевариванием молочных продуктов встречаются чаще. Кроме того, творог положительно влияет на пищеварение и помогает нормализовать перистальтику кишечника. Этот продукт также богат кальцием, который укрепляет костную ткань и снижает риск остеопороза. Витамины группы В и фолиевая кислота, присутствующие в твороге, способствуют улучшению обменных процессов и поддерживают работу нервной системы. Витамин А усиливает иммунную защиту, а витамин D улучшает усвоение кальция. В совокупности творог содержит 12 различных витаминов, а также такие ценные минералы, как железо и фосфор. Помимо общеукрепляющего эффекта, творог полезен для профилактики атеросклероза и заболеваний печени. Благодаря низкой калорийности и способности ускорять жировой обмен, творог помогает контролировать вес, что особенно важно для пожилых людей, стремящихся поддерживать здоровую форму. Творог надолго обеспечивает чувство сытости, не создавая избыточной нагрузки на организм. Аминокислоты, содержащиеся в этом продукте, являются незаменимыми для человека, так как не вырабатываются организмом самостоятельно и должны поступать с пищей. Однако важно помнить о мере. Несмотря на все полезные свойства, не рекомендуется употреблять более 200 граммов творога в день, чтобы избежать избыточной нагрузки на организм из-за высокого содержания белка. Включение творога в рацион – это простое и эффективное решение для поддержания здоровья и силы на долгие годы. Натуральный йогурт – отличный выбор для завтрака, особенно для людей старше 50 лет. Этот кисломолочный продукт не только вкусен, но и богат пробиотиками, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и стимулируют жизнедеятельность полезных микроорганизмов, таких как бифидобактерии. Наиболее полезным считается йогурт с живыми бактериями, произведенный на натуральной закваске без добавок и консервантов. Обратите внимание на информацию на упаковке. Качественный продукт обязательно содержит данные о количестве полезных микроорганизмов. Регулярное употребление йогурта помогает улучшить пищеварение, справиться с запорами и непереносимостью лактозы. Йогурт также способствует снижению веса и предотвращает ожирение. Кроме того, он богат кальцием, который необходим для здоровья костей и зубов. Употребление натурального йогурта помогает укрепить иммунитет, снять усталость и снизить риск аллергических реакций. Оптимальная дневная порция составляет 200-250 граммов. Для разнообразия и большей пользы добавляйте к йогурту овощи. Хотя это может показаться непривычным, клетчатка, содержащаяся в овощах, замедляет переваривание пищи, продлевая чувство сытости. Особенно полезны шпинат, зелень и салатные листья. Если свежие овощи не подходят, их можно запечь или использовать для приготовления смузи, взяв йогурт в качестве основы. Такой легкий и питательный завтрак идеально подходит для людей старшего возраста. Включайте в свой рацион больше полезных продуктов, богатых белком, витаминами и микроэлементами, и вы заметите, как улучшится ваше самочувствие и уровень энергии. Если вам понравились наши советы, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. До скорых встреч!